На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. 3 человека погибли и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Таков результат аварии, которая произошла сегодня около 6 часов вечера на федеральной трассе при въезде в село Троицкое. Разбито 5 машин. По предварительным данным ГИБДД, виновник аварии – водитель автомобиля ВАЗ-2109, который в попытке обгона выехал на встречку и, не справившись с управлением, столкнулся с самосвалом. В результате столкновения водитель и 2 пассажира легковушки скончались на месте. Остальные участники ДТП отделались легкими ушибами и испугом. В момент аварии на мобильный телефон случайно заснял один из участников происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь со стороны города Сунжи в сторону города Назрань, выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», после чего ВАЗ-2109 отбросил вправо и столкнулся с попутно двигающимся автомобилем БМВ. После столкновения с БМВ он вылетел обратно на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Самосвал». После столкновения уже с грузовым автомобилем «Самосвал» данный автомобиль 4-й раз столкнулся уже с автомобилем «Лада Гранта». В ходе данного ДТП водитель автомобиля «Лада» ВАЗ-2199 и его 2 пассажира скончались на месте ДТП. По данному факту следственным управлением МВД России Сунжицкий проводится проверка. Вина каждого участника будет доказана после проведения автотехнической экспертизы и судебно-медицинской экспертизы. Инновационные технологии, государственная стратегия и реализация национального проекта образования – основная цель Всероссийского форума «Педагоги России», который сегодня стартовал в столице Ингушетии Магасе. Первый день регионального этапа форума состоял из пленарных заседаний и различных секций. Это самые актуальные темы – реализация успешных проектов, подготовки детей в дошкольных учреждениях. На полях форума также состоялось подписание важных соглашений и награждение специалистов, работающих с детьми. Слово Рине Тичоевой. Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России» собрал в одном зале ведущих специалистов в сфере дошкольного образования. Более 600 человек говорят о новациях и развитии образования в современном обществе, о психологических навыках и о том, как учить особенных детей. Пожалуй, это лучший обмен опытом, ведь в Ингушетию приехали ведущие специалисты, которые работают в инновационной системе подготовки детей к школе. Все меняется и развивается, поэтому ребятам важно быть готовыми встретить современное общество. Об этом на встрече рассказывает Вероника Пиджакова, директор форума, который проводится в Ингушетии впервые. Отмечает, зачастую дети лучше воспринимают окружающий мир, когда педагоги говорят с ними на одном языке, показывая все детали развития на личных примерах. Представляете, какую-нибудь в нее приехала Феррари, и все в деревне прибежали посмотреть. И вот в деревне все собрались, смотрят на Феррари, а из нее открылся порт в космос. И все местные жители заглядывают в космос и смотрят. А в космосе, представляете, планеты, они ударяются друг от друга, как шары в боулинге. Гостей на форуме приветствует председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Особое внимание премьер обращает на реализацию национального проекта образования. Как отметил президент страны Владимир Путин, Россия должна войти в десятку стран по качеству дошкольного и общего образования. Ингушетия в этом направлении работает в усиленном темпе. В ближайшие несколько лет в республике предполагается построить 12 школ в городах Назрань, Сунжа, Карбулак, в сельских поселениях Средние Очелуки, Троицкое, Барсуки, Икажево, Инарки, Верхние Очелуки и Яндари. До конца текущего года запланировано строительство 22 дошкольных учреждений. Хотел бы в знак благодарности всему руководству страны и республики получить от вас аплодисменты. Еще одна важная миссия форума – подписание соглашения между Ингушетией и директором форума Вероникой Пиджаковой. Документ открывает возможности школьникам получить еще более качественное образование. Бесплатные онлайн-уроки по изучению английского языка, развития промышленности в России станут доступны педагогам, которые, в свою очередь, передадут знания детям, начиная с детского сада.
Председатель правительства Ингушетии наградил специалистов форума за их трудовую деятельность, направленную на развитие дошкольного образования. Я хотела отблагодарить всех здесь присутствующих за такой радушный прием, потому что мало кто может похвастаться таким гостеприимством. И я очень рада присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Программа Всероссийского форума «Педагоги России» включает в себя обмен профессиональными навыками, реализацию успешных проектов в образовании и повышение квалификации педагогов. В Ингушетии подбору кадров уделяют пристальное внимание. Случайных людей в сфере образования быть не должно. Наша задача поддержать руководство республики тем, что мы наполняем эти школы, эти детские сады содержанием. Содержание – это что? Качество образования, качество дошкольного образования, воспитания. Уверен, что такие форумы именно этому и будут способствовать. Фатима Катиева тоже в числе докладчиков форума. Педагог со стажем всю свою жизнь отдала работе с детьми. Считает, специалисты всегда должны повышать свои навыки, поэтому вместе со своим коллективом Фатима принимает участие в форуме. И я принимаю активное участие на одном из секций, где моя тема будет такова, что инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении. Мы будем обмениваться опытом работы с представителями этого форума, как у нас налажена такая система инновационного характера. Тематические секции, круглые столы и пленарные заседания. Форум носит образовательный характер. Каждый час специалисты будут сменять друг друга. Лекторы подготовили новые проекты и выступают консультантами в мире возможностей. В этом году его тема – это человек будущего. Потому что действительно ведь и перед воспитателем, и перед школьным учителем стоит вопрос в том, что мы должны воспитать человека, который будет жить в том обществе, которого сегодня еще не существует. Потому что мир очень быстро развивается, автоматизируется, цифровые технологии, различные практики, различные какие-то глобальные взаимодействия. И мы должны к этому ребят подготовить. Из детского сада мы должны выпустить ребенка соматически здорового и замотивированного учиться. У детей бывает неконструктивное поведение, агрессивное, протестное, демонстративное поведение, гиперактивные дети бывают. Через игры мы налаживаем их, оккультуриваем их способы поведения, делаем их более общительными, более успешными в своем кругу сверстников. Форум продлится несколько дней. Уже завтра участников ждут пленарные заседания. С докладами выступят участники из нашей республики. Рина Сычоева, Магомед Даскиев. Новости 24. Эффективность деятельности высших должностных лиц регионов и органов исполнительной власти, утвержденных указом президента. Об этом говорили на совещании в правительстве республики. Так, для этого утверждены 15 показателей. Председателям правительства региона было дано поручение рассмотреть эти показатели, их целевые значения, а также методики расчета в срок до 13 июня. Министры республики сообщили, что по представленным показателям замечания и предложения не имеются. По их словам, для достижения целевых показателей будут проведены соответствующие работы. Зелимхан Евлоев подчеркнул, что важно не только повысить результативность действий исполнительных органов власти, но и рационально использовать в этих целях финансовые средства. Все тонкости выращивания черешни знает Ахмед Галаев. И хотя его молодой сад «Алмавит Фрут» пока не может похвастаться богатым урожаем, аграрий планирует собирать тонны урожая сладкой ягоды. Трепетный и бережный уход за садом, как залог богатого урожая, делится садовод. Кроме того, «Алмавит Фрут» в Малгобекском районе оснащен современной системой капельного орошения. Слово Микаилу Тангиеву. Черешневый сад в Малгобекском районе раскинулся на территории 42 гектаров земли. В прошлом году здесь посадили 35 600 саженцев, а в качестве сорта была выбрана черешня крупноплодная. О качестве приобретенных саженцев директор предприятия Ахмед Галаев вовсе не переживает, ведь к закладке собственного сада фермер подошел со всей ответственностью. Загодя обработали землю, сделали разбивку столбов и подготовили почву к посадке саженцев. Идея о создании собственного бизнеса зародилась еще 3 года назад. У меня друзья есть, находятся в Молдавии. У них этот опыт уже есть. Они там уже благополучно работают и довольно-таки давно. Вот они мне давно уже советовали, почему бы не начать, не попробовать. Потом, взяли землю в аренду, посмотрели, сделали анализ земли. И именно для этого сорта, и климат, и сама земля, анализ земли полностью подтвердился, что
для сорта черешни как бы все подходящее. Вот только для богатого урожая этого недостаточно. Очень важно, чтобы деревья были здоровыми и, соответственно, приносили хороший урожай. Сразу после высадки первых деревьев провели работу по подпитке саженцев специальными удобрениями, а лекарствами от вредителей их опрыскивают чуть ли не каждый день. В вторую очередь уже идет опрыскивание. Опрыскивание есть несколько гербицидников, которые мешают сорняку. Они полностью уничтожают сорняк, при этом абсолютно не нанося никакой вред самим саженцам. Потом опрыскивание уже как подпитка, саженцы молодые, чтобы они немного, у них была помощь. Ну и сейчас идет повторная обработка саженцев опрыскиванием. И также несколько слоев сделано дискование, потому что в этом году осадки были обильные, и плюс солнце, и сорняк растет очень хорошо, поэтому обработка несколько слоев. Метр за метром, ряд за рядом, раз за разом трактор опрыскивает каждое дерево. За рулем спецтехники профессионал своего дела Хаваш Исаев. Несмотря на жаркую погоду, работа не пыльная, делится Хаваш. Тем более, что для работников здесь созданы все необходимые условия. Что входит в твои обязанности? Дисковать, культивировать, опрыскивать. А вот работа сама по себе сложная? Да не, нормальная работа, легкая. Не тяжело работать. Ну то есть сейчас жарко, вообще у тебя как? Да не, нормально, кондиционер стоит, все в порядке. Для тщательного ухода за садом агрономы используют самые современные технологии. К примеру, здесь установлена многоуровневая система капельного орошения. Вода из Алханчурского канала поступает на фильтрационную станцию, расположенную здесь же, неподалеку. Эти фильтра, как вы видите, их большие фильтра, 5 штук, они песчаные. Вода полностью проходит все степени очистки, и дальше уже выход вот эту магистраль, и по этой вот трубе, как вы видите, она дальше пошла туда и уходит в поле. Полностью дальше уже, опять же, по центральной улице у нас проходит труба диаметром 225 миллиметров, и от него уже уходят рукава. И полностью по всем клеткам, мы их называем клетки, это вода расходится дальше уже 160 диаметр, там 90, и последняя капельная, сама уже капельное орошение, труба диаметром 20 уже миллиметров, через которую уже происходит сам капельный полив. Поступая в центральную трубу и пройдя все степени очистки в фильтрах, вода попадает на поле. В итоге деревья получают постоянную дозированную подпитку живительной влагой. Пока что саженцы черешни высотой не более 50 сантиметров, поэтому на этом этапе аграрии протянули только один слой проволоки для поддержания правильного роста. В дальнейшем уже будет еще один ряд сверху контрольный, ну и сама будет, на самом верху уже будут, они называются колпачки, насажены эти колпачки, и на них уже сверху будут растянута, опять же, проволока большей толщины, 4 миллиметра, и на них уже идет антиградовая сетка. Но это на тот случай, если там град побьет, чтобы потерь не было. Через пару лет после того, как созреют первые плоды, агрономы надеются собрать с гектара до 17 тонн черешни, ну а полученный урожай планируют реализовать на местном рынке, в перспективе поставлять продукцию и в соседние регионы. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Реконструированную трассу «Кавказ» в Ингушетии могут сдать раньше запланированного срока, не в ноябре, а в августе следующего года. Параллельно с расширением трассы на территории продолжаются и раскопки ряда древних городищ, в том числе в Гамурзиевском административном округе. Там откроют музей под открытым небом. Реконструкция трассы на Ингушском участке началась в 2013 году. Первые 13 километров автодороги после масштабной реконструкции открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1 миллиарда рублей. В рамках второго этапа работ, начатых в сентябре минувшего года, предполагается расширить оставшиеся 26 километров в целях снижения высокой аварийности. 120 контрольно-рейдовых мероприятий с выявлением 80 нарушений. Таков итог деятельности Россельхознадзора за первый квартал текущего года. В управлении прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Полномочия ведомства довольно обширны, и все они в большей части связаны с национальной безопасностью. Светлана Томова с подробностями.
За первый квартал 2019 года региональным управлением Россельхознадзора проведено 117 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 80 правонарушений. По ним вынесены постановления и наложен штраф на сумму более 180 тысяч рублей. Выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений. Основное направление деятельности управления было направлено на недопущение ввоза на территории Республики Ингушетия несанкционированного ввоза подконтрольной продукции. Созначный санкционный ввоз. Это ввоз на территории республики продукции, которая не сопровождается сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность данной продукции. Вот в этом направлении была проведена, можно сказать, в основном ежедневная работа на административной границе. В ходе данной работы было проконтролировано свыше 400 автомобильных единиц с подконтрольным грузом. При проведении досмотра в 18 случаев из них было выявлено перевозка, ввоз на территорию Республики Ингушетия подконтрольной продукции без сопроводительных документов. Через проверку специалистов отдела ветеринарного надзора за отчетный период прошли свыше 400 транспортных средств с поднадзорными грузами и подкарантинной продукцией. К слову, представители ветеринарного управления в круглосуточном режиме дежурят на въездных постах в республику. Благодаря этому было выявлено 18 нарушений. Более 5 тонн продукции оказались сомнительного качества. В ходе данной работы нами выявляются случаи нарушения законодательства по обороту продукции животного происхождения. Основные виды нарушений – это отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, декларации соответствия требованиям Таможенного союза, торговля в неустановленных местах, перевозка животных и продукции животного происхождения без необходимых документов, реализация лекарственных средств для ветеринарного применения без специального разрешения лицензии. Вот такие в основном виды нарушений нами выявляются. Что же касается земельного надзора, то наибольшее количество нарушений связано с самовольным снятием, перемещением и уничтожением плодородного слоя почвы, а также порчей земель. По всем нарушениям были выписаны предписания и наложены административные штрафы. Если ранее, допустим, с 2016 года были объявлены надзорные каникулы в отношении индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, то срок этот закончился в 2018 году. И с первого квартала 2019 года наши индивидуальные предприниматели, они включены в план проверок. План согласован с прокуратурой республики. И согласно плану 13 проверок мы провели плановых. То дополнительно провели мы 7 неплановых проверок. Из них по исполнению выданных предписаний 6, одна проверка по обращению граждан. Всего проведено 20 проверок, при плане 13 всего. В числе приоритетных задач управления обеспечение и качество безопасности зерна и продуктов питания, безопасность по карантинным объектам. Помимо прочего, специалисты ставят перед собой ряд вопросов до конца текущего года, которые необходимо решить четко и в срок. Обеспечение общей безопасности на территории республики по всем 3 направлениям, в том числе и земельного законодательства. Здесь мы тоже выявляли ряд нарушений по разливу нефтепродуктов. Очень много мы выявили. Потом по мусоросвалкам, несанкционированные мусоросвалки выявляли, чтобы не допускали это администрации. И обращаем внимание администрации муниципальных образований по выявленным правонарушениям в области земельного законодательства, чтобы они нам передавали все материалы дела, мы выносили соответствующие постановления. И данные земельные участки, которые не будут приведены и отвечать соответствующим требованиям, будут изыматься. Как отмечает руководитель управления Россельхознадзора, с целью недопущения угроз как пищевой, так и иной безопасности, ими будут на регулярной основе проводиться рейдовые мероприятия. Без внимания со стороны надзорных органов не останется никто. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24. Итоги работы за второй квартал 2019 года подвели и в региональном управлении антимонопольной службы. Один из главных вопросов, затронутых на встрече – отмена роуминга на территории страны в формате брифинг. Главная цель совещания – донести до органов госвласти республики, какие нарушения допускаются коллегами и какие дела возбуждаются в связи с этим. На встрече также обсудили план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и правительства республики. Работа в этом направлении ведется согласно указу президента Владимира Путина и обозначена как приоритетная деятельность для всех органов власти на ближайшие 3 года.
Выдано одно предупреждение по статье 14.2. Это имеется в виду именно второй квартал. У нас они раньше были в первом квартале. Дальше выдано 10 предупреждений по статье 15 Закона о защите конкурента. Это нарушение заключения договоров при проведении конкурсных процедур. А также не были проведены процедуры по отбору управляющей компании на коллективных домах. У нас в результате рассмотрения 12 дел администрации города Тамакас была признана нарушить статью 15 Закона о защите конкуренции. Это выразить в мотивированном отказе, немотивированном отказе выдачи разрешения установки рекламных счетов на земельных участках. На основании данного решения было выдано также 12 предписаний с требованием прекращения. Мы выявляем нарушения, к сожалению, их слишком мало, мы их выявляем при проведении проверки и так далее. Это те нарушения, которые граждане сами должны приходить и говорить нам об этом. Допустим, что им отключили свет, там, газ, воду и так далее. Вот. Если бы граждане сами нам говорили об этом, соответственно, нарушений было бы больше и реакция была бы лучше. И поэтому есть в этом направлении упущение со стороны граждан, то, что они приходят, либо не верят в правосудие, либо не хотят приходить к нам. Вот. Я хотел призвать наших граждан, чтобы если есть ущемление их интересов, также и бизнеса, если есть ущемление их прав, с чьей бы стороны они не происходили, приходить к нам и смело обращаться за защитой своих прав и интересов. Продолжаем цикл сюжетов о развитии Ингушетии. В рамках празднования 27-летия образования республики мы рассказываем о достижениях и показателях развития региона по всем направлениям. Сегодня подробно остановимся на культуре. Не говоря уже о прошлых годах, лишь за 2018 год в Ингушетии построено несколько домов культуры. Это увеличение количества рабочих мест, центры досуга и культурного просвещения. О культурной жизни Ингушетии большой репортаж Светланы Томовой. До 2024 года Ингушетия будет участвовать во всех 12 национальных проектах, общий объем финансирования которых составляет более 13 триллионов рублей. Благодаря поддержке федерального центра республика значительно продвинется в развитии по самым различным направлениям. За прошедший 2018 в рамках федеральной программы открыли ДК в сельских поселениях Барсуки, Далаково, Алиюрт, Газиюрт, Яндари, Зязиковюрт, Сурхахи, Мужичи. Концертный зал, артистическое, кружки для творческих занятий, вокал, изо и хореография. Словом, создаются все условия для развития талантливой молодежи. У меня ощущение праздника. Потому что я приезжаю в села, которые мне с детства знакомы, где живут мои друзья, мои родственники. И я понимаю, что здесь появляются возможности, которых до сих пор не было. Становятся полноценные, цивилизованные, современные поселения, в которых люди могут абсолютно гармонично, самодостаточно развиваться. Это, конечно, то, о чем в наши годы, во времена моей молодости, мы не смели и мечтать. Также в прошлом году проведено множество различных культурных мероприятий. Ингушетия традиционно приняла участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая ежегодно объединяет любителей отечественных фильмов. Республика присоединилась и к Ночи музеев. Еще одну ночь, но уже искусств под девизом «Искусство объединяет» отметили 4 ноября, ко Дню народного единства. Я бы хотела почаще приходить на такого рода мероприятия. Во-первых, приятная компания, и во-вторых, я расширила свой кругозор. Увидела много красивых произведений, увидела, как люди творчески развиты, и мне есть на что равняться и к чему идти. На смену 2018 года добровольца текущий год в нашей стране объявлен годом театра. 16 декабря прошлого года во всех регионах страны прошли торжественные церемонии открытия. По-настоящему всеобщий праздник, не знающий ни национальных, ни религиозных границ, в Ингушетии объявила актриса театра и кино Виктория Тарасова. Год 2019. Объявляю открытым год театра! В искусство перевоплощения погрузились 3 ингушских театра. Каждый из них прошел длинный и тернистый путь, чтобы радовать зрителей национальным искусством. Это ТЮЗ, драматический театр имени Базоркина, и Русский музыкально-драматический, который в 2018 году отметил свой 20-летний юбилей. Празднование прошло в столице страны. На московской сцене артисты представили премьеру этого сезона – мюзикл по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков».
Спектакль мы этот не случайно обозначили к юбилею театра, так как это был самый первый наш спектакль вообще нашей труппы. Той труппы, с которой сформировался, вообще образовался наш театр. Это были выпускники Щукинского училища, курс театр-студия, Ингушская национальная студия. Это был наш дипломный спектакль. И этот спектакль являлся на протяжении всех лет визитной карточкой нашего театра. Я давно хотел, чтобы был музыкальный спектакль в Ингушетии. Это, я надеюсь, только начало, потому что мы изменили название сколько-то лет тому назад на музыкальный, добавили в него музыкальный театр. Ну вот сегодня уже у всех наших соседей, то есть в Осетии, ну что там говорить, там Мариинский филиал Мариинского театра, да, в Чеченской республике уже есть свой симфонический оркестр, в Дагестане есть свой театр, по-моему, оперы и балета или там что-то такое, там, кстати, возглавляет его Аздоев Муса, наш земляк. То есть по всей везде это есть. И, на мой взгляд, мы имеем право на более серьезное представительство в музыкальной культуре. Кстати, в 2018-м легендарный роман тоже отметил свой полувековой юбилей. Увековечили книгу монументом. Его установили на аллее Базоркина в центре Назрани. Еще один памятник классика ингушской литературы появился в Болгарии. По известному выражению, народ, который не знает своего прошлого, не чтит его, он не имеет будущего. Поэтому я хотел бы сказать в завершении, что этот памятник – это как раз лучшее доказательство того, что ингуши чтят, помнят свою историю, своих героев и воздают им должные почести. Свой 5-летний юбилей в прошлом году отпраздновал и самый масштабный кинофестиваль на Северном Кавказе «Золотая башня». В нем уже по сложившейся традиции приняли участие кинорежиссеры не только из России, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Помимо конкурсных кинопоказов в разных уголках республики прошли встречи с известными актерами и заслуженными деятелями культуры. Детишки же должны знать про то кино, которое смотрели их родители, их бабушки, их мамы, папы. Вот, и я им напоминаю об этих фильмах, в которых я снимался когда-то. В рамках кинофестиваля заговорили и о проекте создания Северокавказской киностудии. Зампред Союза кинематографистов России сообщил о достигнутой договоренности с руководством Всероссийского института кинематографии о создании дополнительного курса для абитуриентов из Северного Кавказа. Набор будет вестись уже с этого года. Ингушские абитуриенты смогут проявить себя и в Академии известного режиссера Никиты Михалкова. 2018 год в сфере культуры выдался действительно юбилейным. Круглую дату отметил и ансамбль народного танца «Ингушетия» – 25 лет на сцене. Я желаю коллективу и любителям хореографии всего самого наилучшего. Желаю, чтобы у них всегда был полный зал у коллектива, чтобы им всегда аплодировали. Пока есть республика, пока есть наш народ, ансамбль всегда будет актуален. Четвертьвековой юбилей отметил и Государственный архив Ингушетии. За 25 лет Госархив пополнился многочисленными материалами, самыми знаменательными событиями из жизни региона. Хранители истории отметили праздничную дату международной конференции, на которую съехались более 100 архивистов, работников музеев и библиотекарей из 35 регионов России и стран ближнего зарубежья. Я надеюсь, что итогом этой конференции станет, скажем так, и повышение статуса нашего архивного дела в республике в целом, и налаживание тесных взаимодействий, контактов с другими регионами, как архивистами, так и научным сообществом других регионов. Также в республике зарождается и мультипликация. Так, в 2018 году знаменитый король Лев впервые заговорил на ингушском языке. Прежде на ингушский язык были продублированы и популярные мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Малыш» и «Карлсон». Инициаторы проекта выбирают мультипликационные фильмы, которые уже переведены другими регионами на свой язык. Новаторская идея – это еще одна возможность популяризировать родное слово. Говоря о культурном развитии, здесь во многом увеличились показатели благодаря ДК, которые строят в регионе. Это инновационные центры нового поколения, где есть возможность реализовать свое мастерство. В феврале текущего года в Ингушетии введен в эксплуатацию еще один объект социального значения. В селении Верхние Очулки открыли новый дом культуры.
Актовый зал Дома культуры, рассчитанный на 200 человек, оснащен современным световым и звуковым оборудованием. Артистическое помещение для сотрудников, вокальный кружок, актерский класс – это далеко не полный список того, что есть в новом Доме культуры. Здесь созданы все условия для досуга сельчан и развития талантливой молодежи. Юнусбек Евкуров, обращаясь к жителям, отметил, что культурное и духовное воспитание подрастающего поколения – это очень важный процесс, и ему нужно уделять особое внимание. Открытие Дома культуры, наличие ФОКа, это говорит о том, что 80% социальной инфраструктуры в селе уже есть. Остается только на вот этих площадках, в этих стенах учить, воспитывать подрастающее поколение, делать все, чтобы молодежь наша была образованной, причем потому что без образования практически ничего нет. И все, что мы творим, конечно, делаем для наших детей. Также в предгорном селении Алкун в апреле открылся без преувеличения долгожданный культурный объект. Вместительный ДК распахнул двери для почетных гостей. Поздравить сельчан с новосельем приехал прибывший в республику министр культуры России Владимир Мединский и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В торжественной обстановке они дали старт культурному центру. Вместе с этим очагом загорелся и огонь культурного благополучия села, над которым трудились все, начиная от руководства республики и заканчивая строителями, возводившими здания. Министр культуры России поделился: в Ингушетии запланировано строительство ряда объектов культурного развития, и федеральное ведомство готово оказать поддержку в этом направлении. В этом году мы планируем 8 домов культуры по Ингушетии новых построить, отреконструировать и открыть. Программа создания и воссоздания домов культуры в республике у нас уже идет с 2016 года. Новые заявки мы будем рассматривать вплоть до конца 2024-го. Я хотел бы особо поблагодарить Юнусбека Бамангириевича, потому что в лице руководителя республики мы имеем, наверное, одного из самых искренних, болеющих за дело и заинтересованных руководителей регионов в нашей стране, которых, я, честно говоря, не знаю, вот Юнусбеку просто невозможно отказать. Он так от всего сердца переживает за каждое село, за каждое поселение своей республики, за то, чем занимаются дети, как они проводят свободное время, чтобы ни один талантливый ребенок не оказался без присмотра, чтобы каждый смог научиться чему-то доброму и хорошему. Я уверен, что под таким руководством и вместе с талантливым, трудолюбивым, замечательным ингушским народом мы еще много хорошего в республике сделаем. И вот мы сейчас с главой республики поговорили. В ближайшее время мы вместе поставим здесь кинооборудование, чтобы можно было смотреть на большом экране полноценные художественные фильмы. Сегодня, если мы смотрим по Азинскому ущелью, у нас, если там, я ошибусь, в Галашках есть, в Бузичах есть Дом культуры, здесь этот Дом культуры мы открываем, в Алхастах есть, в Нестеровке есть. То есть полностью мы ущелье закрыли домами культуры. Это не только ущелье. Вообще к концу 2022 года каждое село в республике будет таким хорошим, красивым домом культуры. В доме созданы все необходимые условия для проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучению народным ремеслам. Обширная библиотека, студии вокала и хореографии и, конечно, гордость ДК – большой актовый зал с современным звуковым и световым оборудованием. Обрамленная красным бархатом сцена, где с концертной программой сегодня выступают приглашенные артисты ингушской эстрады, с надеждой на то, что очень скоро в Доме культуры появятся свои творческие коллективы, чтобы уже самим выезжать с ответными визитами. А после, в ходе двусторонней протокольной встречи с министром культуры России Владимиром Мединским, Юнусбек Евкуров обсудил реализацию в республике федеральных проектов в рамках национального проекта «Культура», «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», а также оснащение 16 культурных центров кинооборудованием. Словом, планов на 2019 год много. Так, по словам министра культуры Ингушетии, в этом году планируют открыть 6 домов культуры в различных сельских поселениях. Также в
рамках нацпроекта республика будет участвовать в различных подпрограммах. На сегодняшний день по выделению средств в рамках нацпроекта, да, наша республика лидирует. Одна из лидирующих на территории Российской Федерации. Помимо этого мы участвуем и в программе «Цифровая культура». Вот сейчас, буквально совсем недавно, получено одобрение, и нам будут выделены средства для приобретения виртуального концертного зала. То есть это на базе филармонии мы будем адаптировать, что очень удобно, интересно. Ну, то есть это такой креативный проект, сейчас не буду время занимать. Вот. Далее проект «Творческие люди», в котором мы участвуем и за счет региональных ресурсов, регионального бюджета, как в принципе предполагалось, там, значительные средства. То есть это проект, который предполагает и обучение специалистов, и мы, по всей видимости, в ближайшее время войдем. Федеральный проект «Творческие люди», то есть в этом федеральном проекте «Творческие люди» участвуют немногие субъекты. У нас появилась такая возможность, слава богу, есть информация и есть понимание, как реализовать этот проект на территории республики. По всей видимости, этот проект будет в ближайшее время одобрен тоже, мы в нем будем участвовать. То есть практически во всех, то есть, плюс там в рамках нацпроекта до нас доводятся и музыкальная, и аппаратура, и другие необходимые нам в сфере культуры. Вот, и инструменты и так далее мы приобретаем. Плюс еще предполагается, что очень важно строительство центров культурного развития, то есть ЦКР. Вот один у нас есть в Магасе, сейчас предполагается еще 4. По ним ведется уже оформление документов и так далее. Предполагается реновация театра юного зрителя. Так вот, надеюсь, что ничего. И плюс еще сейчас те проекты, о которых, наверное, еще преждевременно говорить, в которых я не сомневаюсь, я более чем уверен, мы в будущем году будем участвовать. Над ними сейчас ведется работа, просто предварительно, пока еще не получено положительное заключение, наверное, не стоит об этом говорить. В текущем году планов по развитию культурной сферы много. В частности, продолжать работу по исполнению нацпроектов. При этом, подчеркивает министр культуры, особое внимание необходимо обратить на реализацию всех государственных программ. Работы предстоит, безусловно, много. В этом году особое внимание будет уделяться театральной жизни. 2019 год театра обязывает. Светлана Томова, Новости 24. Неимоверная радость для малышей и родителей. До открытия одного из самых долгожданных объектов в селении Сурхахи остается все меньше времени. Строительство детского сада на 220 мест с говорящим названием «Непоседы» на финишной прямой. На стройплощадке неустанно трудится порядка 70 рабочих. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Демография». Репортаж Тамары Хашагульговой. Здесь каждый занят своим делом. Одни укладывают тротуарную плитку, другие готовят землю под посадку деревьев и цветов, третьи наводят последние штрихи внутри самого здания. Зубейр Царуев тоже трудится на благо родного села. Несмотря на столь юный возраст, ему 12 лет, он пришел сюда, чтобы помочь отцу. Сложных задач перед Зубейром никто не ставит, но мальчик не упускает возможности быть полезным. Папа ногсто маус кончи гаждаухти. Винк шая хачик даухт бос. Не дати шуло оргиш хадуах спирится 20. Чик даухт бе шишу ачхос бе. Если сам Зубейр давно уже вышел из детсадовского возраста, то нельзя сказать то же самое об остальных маленьких односельчанах. В селе с населением около 17 тысяч человек очень много детей дошкольного возраста, многие из которых ходят в сады близлежащих городов и сел. Теперь все эти неудобства останутся лишь воспоминаниями для жителей Сурхахи. دادق ماشين يواتش تشدالدي ماشين يواتش بيرش صادقي إكاجو دقولش تكبيسن تحت السي تشدالدي возможность يواتش إيش متجش نيسان يتخون بقول بيعمل بالله يالخم دقوس حدوالدي أتسجر يستمع بعلنجا حتى أتسجر أخرج إكاجو أخرج حتى أخرج حشبل بيزن بولش بوش تخون يخيمي أخان بيرش تنانوش أحمدي بيرش دادق حدق
Спортивные и музыкальные залы, лифты, раздевалки и санузлы. Здесь предусмотрены все условия, чтобы досуг детей был полноценным, и ничто не омрачало их времяпровождения. Само здание украсили в яркие тона. На стенах разворачиваются сюжеты из известных детских сказок. Практически все в учреждении готово, чтобы встретить самых маленьких воспитанников. Сад сможет принять 220 подопечных, 12 групп, 4 из которых ясельные. Сдача запланирована, как мы думаем, если по графику пойдет, в конце текущего месяца, то есть 30 июня. Как вы видите, основной объем работы уже закончен. По строительной части мы практически закончили. Сейчас идут работы по оформлению зданий, по расстановке мебели, уборка помещений, благоустройство двора, посадки деревьев, кустарников, спецгазонов. Вот эти работы. Сейчас рабочие наводят последние штрихи. Особое внимание уделяют облагораживанию дворовой территории, чтобы дети смогли проводить больше времени на свежем воздухе. Для них здесь соорудили целый игровой комплекс с горками, качелями и беседками. Сейчас рабочие готовят подходы к игровой зоне. На этом объекте мы работаем уже недели 2 и планируем сегодня завершить. Буквально через несколько дней уже здесь засыпят все землей, и площадка полностью будет готова к эксплуатации. Этот сад в Сурхахи будет первым, но не последним, как заверяют местные власти. Вскоре здесь появится еще несколько объектов для школьников и дошколят. В этом году осенью собираются в северо-западной части строить еще садик. Мы участок определили, выделили земельный участок. Тоже на 220 мест садик. И юго-восточная часть села еще у нас. Мы место определили, где строить садик. Если с открытием 2 остальных детских садов местным жителям придется немного подождать, то этот объект планируется сдать уже в конце июня. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. В Назране в 2019 году благоустроят 7 общественных территорий в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Это 2 сквера и 5 улиц. На реализацию проекта предусмотрено свыше 25 миллионов рублей. Так, в рамках нацпроекта будет проложена дорога по улице Берда и Евлоева, в Насыркорте по улице Комсомольская и в Альтиево по улице Пионерская. Далее будут произведены работы по прокладке тротуара и устройству наружного освещения в Альтиевском административном округе на улице Братьев Мальсаговых. Проложена дорога и ливневая канализация в Гамурзиевском округе по улице Богатырева. Построены 2 сквера в Назране вдоль Алханчурского канала и на проспекте Базоркина. Напомним, в прошлом году в городе в рамках проекта было благоустроено 2 общественных территории и 3 дворовых. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.